Abdulla Karif ismindagi Qozon Totor davlat yosh tomoshachi teatri 32-chi teatral sezonын yumg'oqli o'zg'an sezonning premyeralarini esga olishga taqdim etamiz. ikkinchi sezon premyeralari. Yomribosh, rejissyor Yekaterina Korabelnik, Moskva. Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Екатерина Корабельник, я режиссер спектакля «Умник», который идет в замечательном театре Тюзе имени Кариева. Салам, егетлер. O'zingizga Тиз таптыңызмы? Тиз. Салам. Началось все в прошлом году, в апреле, с лаборатории Тамга, которая проходила в Тюзе имени Кариева, где 4 режиссера делали эскизы будущих спектаклей. 2 эскиза потом выросли в полноценные спектакли. И один из них как раз мой спектакль «Умник». Так, Роза сказала, я говорю, обуёвши, это хорошая идея. Да, отличная идея. Поворачивается, да. И вот отстроится, и такая, это отличная идея. Обуёвши фикер. Репетиция – это всегда вообще интересно. Особенно интересно, когда ты работаешь с талантливыми актерами. А труппа театра Кариева очень-очень талантливая. Одна из лучших, с которой мне приходилось работать. У нас на репетициях было весело, у нас на репетициях было шумно, мы много разговаривали, мы старались понять друг друга, и это, по-моему, было прекрасно. Был такой режиссер Георгий Данелия, и он в каждом своем фильме использовал песню «Мыло Маруси, белые ножки». Вот практически у меня то же самое. Когда я была актрисой много лет тому назад, я в спектакле пела песню из американского фильма «Волшебник из страны Оз» «Some Way». Потом прошло много времени, я стала режиссером, мой первый спектакль назывался «Кабаре Мулен Муж», и там я опять, но уже с девочкой, пела эту песню как посвящение своему режиссеру, который очень рано умер. И вот опять прошло много-много времени, и эту песню на языке жестов, на мой взгляд, прекрасно исполняют актеры в спектакле «Умник». Главная сложность в процессе репетиции – это притирка, да, режиссера и актеров, потому что мы встречаемся на короткий срок и должны я должна поставить спектакль, актеры должны сыграть, и это все происходит в сжатые достаточно сроки. Но так как у нас была лаборатория, то еще там мы смогли познакомиться и как-то очень нежно друг к другу отнеслись, что когда я уже приехала к родным людям, и наша притирка не была сложной, то есть мы уже, в принципе, представляли, что друг от друга ждать. Но ребята меня очень приятно удивляли, и так как они талантливые люди, они на каждую репетицию приносили какие-нибудь новые, и сами, я считаю, что «Умника» мы поставили совместно с ними, со всеми, потому что каждый свою роль делал сам, а я только направляла. Вот это очень далекий ход. Здесь вот как бы ты открыла, и вы должны, стесняясь, вот как бы вот так спиной пройти. Вот так вы вдвоем стали. Ты здесь стоишь, да? Чтобы много не мотать. Вообще, вот чем мы меньше мотаемся, тем лучше, да? Вот все, встали. Растерялись, да? Вы быстро нашли? Тиз таптыңызмы? Рассматриваю.
Тиз таптыңыз ма? Рядом стоишь. Ну, про театр Кариева это моя любовь. Я счастлива, что я поработала в этом театре. Я его полюбила всей душой. Я желаю, чтобы в этом театре всегда были самые интересные спектакли, чтобы у моих любимых актеров были самые большие роли, и чтобы всегда было много-много зрителей. Я вас обнимаю и очень люблю. Сәлем Октапи, режиссер Александра Лавянникова, Мәскәү. Мен болашақта эт турында хыялландым. Минде. 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 Это был мой первый опыт работы в татарском театре, первый опыт работы на другом языке, причем на языке, который я вообще не понимаю, и самое главное, на другой языковой группы. Ну, то есть я на каком-то уровне говорю по-английски, но из-за того, что татарский, он тюркской группы, то там даже строится по-другому предложение, то есть очень сложно врубиться в то, что происходит, было поначалу. Но я помню, когда в какой-то момент, так как у меня спектакль не такой насыщенный текстом, как, например, у Кати Коробейник, я в какой-то момент уже без перевода его смотрела, просто потому что знала, вот тут вот это происходит, вот тут вот это вот. Вот. И я помню, как начиналась лаборатория, это была как раз весна прошлого года, как в пьесе был один главный герой, и я увидела актеров и поняла, что надо каждому дать возможность высказаться. И так появился этот способ, когда спектакль стал состоять из эпизодов, где у каждого есть в какой-то момент главная роль. Выглядит как окно монтажной программы в видео, когда есть окошки, там то, что было, то, что есть, то, что будет, и идет постоянно этот монтаж. Не знаю, мне кажется, это нельзя было бы сделать при помощи декорации, это было бы не натурально, не естественно. Мне кажется, есть определенный кайф для зрителя, что ты приходишь и вдруг видишь спектакль там, где его не ожидал увидеть. Мне важно было сделать, сейчас это будет звучать довольно примитивно, но тем не менее, добрый, нежный спектакль, наполненный ироничным отношением к своему детству, наполненный каким-то вот этим чувством, когда ты о чем-то мечтаешь, и ты мечтаешь на самом деле не о настоящей собаке, а о своем каком-то представлении о ней, потому что настоящая собака, она гадит и ест ботинки, а собака в твоих фантазиях, она только выполняет твои команды и вообще зайенька и котенька. И мне как-то важно было найти общий язык с вашим зрителем, потому что я знаю, что в вашем театре у вашего театра есть свое лицо, и в вашем театре, по крайней мере, до этого сезона не было кардинально разных спектаклей, которые говорят на принципиально разном языке. Потому что в некоторых театрах из-за того, что там ставят много режиссеров разных школ и разных возрастов, там прям видно, что вот там спектакль какой-то, не знаю, современный авангардный балет, а вот понятная классическая история рассказанная. И, конечно, мне было важно найти общий язык со зрителем, причем не только с детьми, но и с родителями, потому что дети пока что не ходят в театр в одиночку.
чтобы стать какой-то тоже частью этого сезона, когда мы пытаемся сделать шаг к зрителю, и шаг не такой, что вот сейчас мы вам авангард-то покажем, вот вы ничего не поймете, зато вот мы такие современные. Сделать шаг с точки зрения попытки поговорить на их языке, на те темы, которые их волнуют, которые для нас всех общие. Просто классика американского стендапа. Значит, в чем прикол? Когда я говорю с другими людьми, мне очень важно, чтобы они меня услышали. И когда я говорю про то, что я ходила, нахожу интонацию, чтобы они меня поняли, насколько клево мне было в этом цирке, насколько мне там нравилось. Я говорю, что в цирк мы ходили с мамой. Мам! И как раз, мне кажется, когда двум людям, независимо от возраста или не двум, нескольким, интересно вместе смотреть одно и то же, независимо от того, что это спектакль, картина, фильм, в этом и есть какое-то прекрасное предназначение искусства, ради чего мы и работаем. Питер Пен, режиссер Ренат Аюпов. Динди! Малайлар да, кызлар да, қолларындағы ойыншықларына тікелгенler de біркімді көрмейлер, һәм ишетмейлер. Питер Пен, bu bir oyuncak түгел, телефон. Біріншіден, бар зур бір теге технология көрініш экран, әйме, экран. Экранда түрлі видео материал тәқдим етілі, түрлі анимация тәқдим етілі, һәм тірі пландағы артист. Міне шушы икі формат бір-бірсі білән қой вақытта бик ауыр бірге яши. Міне шул вақытта артистның көңілінде, артистның яшайышында нендейдір мен бұл медиасистемада вақтығы қырмысқа ғана болып көрінмеймін. Мен, наверное, бұл форматта керек түгіл, мен мында тігі лишний кібік деген мына шушындай фикірлер тігі самооценкалар туа. Мына бұл шул қадар шәп тәжірибе бұл. Шыннан да тігі спектакльның премьера алдынан шушы қораяшақ балаларының үзләріне көрсетіп, олар білән сөйләшу, мына ол тігі турәнгәмә ол бик кирәкле әйбер икән. Скажем, очень дружны с виртуальным миром. Да? Мы общаемся через виртуальный мир, мы там долго находимся. И чтобы вообще не уходить в виртуальный мир, да? Вот идея вытащить из виртуального мира, приблизить вас к родителям, вот эта идея, она актуальна. Һәм без моны киләсе сезонга да дәвам итәчәкбез. Бу бик кирәкле әйбер. Чөнки баланың реакциясы олы кеше белән яисә әти-әниләрнең реакцияләре белән бер тигез түгел. Алар спектакльне яисә тамашачыны үзенчә күрәләр. Һәм ни бәхет, менә бу спектакль шушы караганнан соң зур бәхәсләр тудырды. Бу спектакль аларга төрле яктан, тормышны төрле яктан ачты бит. Һәм балалар бу авторны укыслары килә башлады. Үйімізге рәхим итегез! Уйлаңыз! Әйдәгез безнең бүлмәгә киттек. Хикмәт әкиятләре. Режиссер Сайжин Жамбалова, Бурятия. Лучший спектакль для детей. Спектакль «Сказки Хикмета» по произведениям Назыма Хикмета. Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Кореева. Лучшая мужская роль второго плана. Булат Гатауллин.
Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Кореева. За роли среднего сына и Паши Глумливого в спектакле «Сказки Хикмета» по произведениям Назыма Хикмета. Итак, добрый день, друзья! Birinchi bölümünde So'qir Padişah spektaklinde men So'qir Padişah. Men So'qir Padişah spektaklinde Убырлы. Men So'qir Padişah spektaklinde Убырлы. Biz Убырлылар. Началось все очень просто, как это обычно бывает, с приглашения, со звонка. Затем был выбор материала, затем возникло имя автора Назыма Хикмета, затем это была Анна Анатольевна Степанова, у которой оказалась рукопись его детской пьесы «Слепой падишах». И вот с этого все началось. Мне кажется, что этот проект, этот спектакль вообще явился очень сложным этапом для всего театра, для всех цехов, для многих-многих людей, которые работают в театре. Это был очень большой объем работы, это были, как всегда, кратчайшие сроки, потому что всегда времени не хватает. Для актеров же, я думаю, что это просто очень энергозатрачиваемый, эмоционально затрачиваемый спектакль, иной способ существования, с которым они раньше не сталкивались. Это пластическое решение спектакля, и это пространство, в котором достаточно непросто существовать. Быстрее, девушка, быстрее, быстро! Раз, два, три, обвела! И ему показали, вот она! Репетиция — это и есть самое интересное, что происходит вообще, ради чего мы, я думаю, что вообще приходим в эту профессию, ради этого удивительного, непредсказуемого, самого мучительного и самого прекрасного процесса. Спектакль состоит из 2 пьес. Но я вам больше скажу, я вообще хотела взять 3 сказки, но потом все-таки у нас спектакль не резиновый. Взяла эти 2 вещи, это пьеса для детей «Слепой падишах», та редакция, которую писал Назым Хикмет с Верой Тулюковой, и сказка «Влюбленное облако», очень красивая сказка. И мне кажется, что эти 2 истории, они друг друга зеркалят. Сейчас, когда уже этот спектакль состоялся, я понимаю, что одна без другой истории в этом спектакле уже для меня лично существовать не могут. Мне кажется, они прекрасно друг друга дополняют, и там действительно есть эти общие темы, и они действительно
эти две вещи находятся в таком очень хорошем диалоге между собой, в правильном каком-то диалоге между собой. Конечно же, плюс пространство, которое это все объединяет. Мне кажется, там все сложилось. Номинация «Лучший спектакль для детей». Побеждает спектакль «Сказки Хикмета». Микулай. Режиссер Ренат Аюпов. Микулай. Һәр артистны моноспектакль аркылы уздырырга кирәк. Чөнки моноспектакльдә артист үзенең ички ресурсы белән генә эшли ала. Ә башка спектакльләрдә ул я партнерга таяна, я аңа ниндер музыка ярдәм итә, я ниндер анда теге бию группасы ярдәм итә, яисә шәп декорация. Бу очракта моноспектакль форматында эшләү ул һәр артистта бу артист бу әйберне узса, ул нык үсәр дип саныйм мин. Үзебезнең авалигин җыла белән, Аллаһ кушкан җыла белән, иманнар укып, җирне казып, бөтенесендә күндем, җирләдем, җыласына китердем. Режиссер да, артист та сәхнәдә тынлыкны тоярга тиеш. Тынлык үзе белән бик күп мәгълүмат алып килә. Тынлык ул алып килергә мөмкин ниндер яхшы вакыйга. Тынлык кай вакытта кеше өчен интуитив рәвештә икенче мәгълүмат алып килә белә. Менә тынлык белән сөйләшү ул бик кирәкле әйбер. Yana күрәсеңме? Күрәсеңме минем? Алла бирсә, ярты ел буе көткән җангырым килә. Алла бирсә. Фәнис ул мишәр егете үзенең темпераменты белән шушы Крәшин образын ачты. Алик Фазылҗанов үзе Крәшин булып, шушы Крәшин татарларының традицияларын эчтән ныграк белгәнгә күрә, ул кызыклы иттереп, тулы иттереп ача белде. Һәм һәр караган милләт вәкиле бу спектакльдәге вакыйгаларны үзенең милләтенең әйтик тарихи итеп кабул итте. Менә бу иң кирәкле әйбер дип саныйм мин. Мин үзем чыгышым буенча авылдан, Питрәч районы Шәле авылы. Һәм безнең авылны төрле Крәшин авыллары да бар инде анда. Һәм мин безнең Крәшин кардәшләрен нык беләм. Аларның яшәешен, алар белән һәр вакытта мөнәсәбәттә, алар бик дус халык. Крәшин татарлары, аларның тормышлары үзгә безгә караганда кызыграк. Шуңа күрә бу пласт минем өчен таныш иде. Һәм спектакльдә мин теге бу Микулай ул
Керәшен татарлар язмышы гына түгел, гомумән ул мин гомуми төшенчәләр белән ничектер спектакльне суарга туры килде, эшләргә туры килде. Ул һәр милләт белән дә менә мондый вакыйга булырга мөмкин дип. Театр ел язмасы премьералар белән билгеләнә. Яңа сезонда да яңа ачышлар булыр дип ышанабыз.